Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Остаются считанные дни до окончания 2021 года. В это время все подводят итоги деятельности и строят задачи на будущий год. О том, чем был примечателен 2021 для жителей Нюрбинского района и какими событиями ознаменован, а также что планируют муниципальные власти на предстоящий юбилейный 2022 год, когда вся республика будет отмечать столетие образования республики, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, главой Нюрбинского района Алексеем Иннокентьевым. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, чем был примечателен уходящий 2021 для Нюрбинского района и его жителей? Для всех жителей республики и всей страны, тот уходящий год, сами знаете, это борьба с ковидом. И нас тоже не обошло, но, конечно, мы тоже не забываем вопросы жизнеобеспечения для улучшения жизни жителей нашего района. 2021 год примечателен в том, что мы уходящий год объявили годом образования. Уже второй год мы объявляем, это 20-й и 21 года, это год образования. Это не только общее образование и дошкольное образование. Мы должны жить по-новому. Это вызов теперешнего, вот поэтому мы по всем параметрам ставили вопрос, что как будем жить. Сейчас уже меняются технологии, цифровизация. И не только молодежь, юное поколение, все возраста должны уже учиться заново жить, как-то и в ковидном таком, вот поэтому уходящий год, конечно, есть и немалые победы наших юных жителей нашего района. Наши дети уже нас радуют своими успехами. В основном у нас в последнее время сильно развиваются IT-технологии. В Нюрбе мы в первые Дальнем Востоке открыли по федеральной программе IT-клуб, IT-центры. Во всех населенных пунктах у нас проведено автоволокно. Конечно, вот поэтому жители нашего района информированы, полностью информированы. По сельскому хозяйству есть хорошее начало, потому что коллективные хозяйства у нас, например, Кюдянинская агрофирма занимается животноводством, коневодством, разводит генофондную мегежетскую породу. Есть птицефабрика, которая обеспечивает жителей Вилюйского региона. И также есть сельскохозяйственное предприятие МТС «Агро». Конечно, в начале этого года были финансовые трудности. Мы провели реорганизацию, оздоровление финансовое. И сейчас этот коллективное хозяйство, которое находится в селе Антоновка, сейчас уже идет на плановую прибыль. В этом году мы провели большую работу по передаче конезавода имени Степана Васильева в казенное учреждение «Якутский скот». Сейчас идет работа по инвентаризации. Это мы выполняем поручение главы республики. Мы это хозяйство передаем уже на государственный уровень, и потому что со следующего года уже будет там развитие, думаю. Идет большими темпами строительства. Конечно, это ковидный период много помешало. И работники болеют, строители болеют. Но по графику сейчас строительство уже идет, заканчиваем, вводим объекты. Даже в одном самом отдаленном наследии Харуле в этом году мы ввели 4 социально значимых объектов. И отрадно, что эти объекты были построены за счет федеральных, региональных и местного бюджета. Вот это и есть, это взаимодействие всех уровней бюджета. Вот поэтому мы упор делаем на благоустройство, на ремонт, на капитальный ремонт межпоселенческих дорог, уличная сеть города Нюрба. Мы почти уже 4-й год асфальтируем основные улицы города Нюрба. Также с этого года уже начали асфальтировать улицы сельских поселений. Вот поэтому темпы хорошие. Я благодарен всем
моим коллегам, главам наследников, руководителям, которые отработали этот год, несмотря на вот ковидные мероприятия, ростом заболеваемости. Алексей Михайлович, ну вот на днях буквально прозвучало ежегодное послание главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Скажите, что для муниципалитетов было в нем важного? Ну, в послании нашего Ильдархана Айсена Сергеевича прозвучало много проблем, которые сейчас в данное время у нас есть, которые накопленными годами. И вот следующий 2022 год, год столетия автономии республики, Ильдархан объявил годом матери. Это самое правильное решение, я думаю, потому что мать, это, сами знаете, это мама, это поддержка семей, матерей, молодых матерей. И мы уже второй год тоже в таком направлении поддерживаем семью молодых. И уже с 2020 года выдаем сертификаты материнский капитал Нюрбинский отдельно на 4-го ребенка 100 тысяч рублей. Вот сейчас Айсен Сергеевич озвучил, что со следующего года будут давать сертификаты детям, которые родились, да, вот уже пятый ребенок, да. Также было затронуты проблемы по здравоохранению, развитие первичного звена, да, обслуживание, качественное обслуживание медуслугами. Но самое еще нам тоже муниципалитетом было озвучено, что тесное взаимодействие всех ветвей властей, это и государственные, исполнительные, представительные, да, и вот государственная и муниципальная власть должны вместе работать, правильно? Не как рак, лебедь, щука, а вот в одном направлении. Мы же должны проводить государственную политику, которую проводит наше правительство Российской Федерации, глава и правительство Республики. Мы должны на местах, органы местного самоуправления, проводить государственную политику. Также мне лично, как гражданину, как жители республики, понравилась особенно поддержка сельского хозяйства, сельхозпроизводителей, лично подсобного хозяйства. Также Айсен Сергеевич озвучил проблемы лесов, да, и тем более в этом году были большие пожары по всей республике, восстановление лесов. Вот самое, я думаю, он по всей Российской Федерации, наш Ильдархан озвучил эту проблему первую. Я думаю, не только эта проблема, не только республика, это проблема всей страны, всего мира, потому что у нас много лесов. Также мне понравилось, я поддерживаю по части поддержки многодетных семей. Следующий год, тем более юбилейный, столетней автономии нашей республики. Скажите, вот мы с вами упомянули о поддержке матерей. Какие еще социально значимые проекты реализуются в районе? Ну, у нас бюджет социально ориентированный. Я благодарен депутатам районного совета, которые поддерживают нашу инициативу. Всегда они вместе с нами вместе работают. И у нас кроме материнского капитала на 4-го ребенка, у нас есть уже 5-й год. Мы проводим муниципальную политику по части ремонта, капитального ремонта ветхих аварийных домов в частном секторе. Это в сельских поселениях или в городе Нюрбак, кто живет в частном секторе. Потому что федеральная программа есть, это для жителей многоквартирных домов, по федеральной программе есть переселение, да? А мы аналогично сделали в части частного сектора. Поэтому уже 5-й год мы сперва определили категории граждан, которые в первую очередь должны финансироваться. Это в первую очередь были ветераны тыла, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы. Вот эту политику мы будем проводить и дальше, потому что это и так должно быть. Также мы поддерживаем инвалидов,
первой, второй группы детей с этими, с инвалидностью, да. Поддерживаем общественные организации, которые они работают на благо нашей республики, нашего района и своих наследников. И в следующем году еще намечается ряд таких социальных проектов, которые мы пока не озвучиваем. Алексей Михайлович, давайте тогда перейдем несколько к другой теме. Нюрбинский район активно работает с алмазной компанией. Как сейчас строится взаимодействие в этой области деятельности? И как обстоят дела с занятостью населения? Много ли нюрбинцев работает в промышленных компаниях? Фундамент заложила глава Нюрбинского района Варвара Андреевна Петрова, который позавчера исполнилось бы 85 лет. Вот сейчас как раз мы с большой делегацией отмечаем заключительные юбилейные мероприятия в честь наших именитых земляков, этих государственных, политических, общественных деятелей Степана Васильева, 125 лет, и 85 лет Варваре Андреевне Петровой. Вот в 96-97 годах тогдашнее руководство во главе Варвары Андреевны подписали соглашение с дочерной компанией «Алроса» «Нюрба Алроса». Вот в Накынском месторождении стали строить уже Накынский горно-обогатительный комбинат. С этого начинается тесное взаимодействие компании «Алроса». Она и до сих пор. Компания «Алроса» наш надежный социальный партнер. Мы в 2019 году заключили соглашение социально-экономического развития нашего района с большой уже компанией, мировой компанией «Алроса». И уже в этом году она заканчивается, 2021 годом. Мы уже договорились по пролонгации и намечаем в конце этого года подписать тоже дальнейшее соглашение на 5 лет. Это энная сумма, которая каждый год должна к нам поступить, и она должна быть целевым для капитального строительства, для обеспечения чистой питьевой водой населения Нюрбинского района. Вот сейчас мы отрабатываем по пролонгации этого соглашения. Кроме этого, мы акционеры компании «Алроса». И вот каждый год мы заинтересованы, что компания «Алроса» должна работать прибыльно, правильно? Вот поэтому мы тесно сотрудничаем с компанией «Алроса». И еще раз подтверждаю, что в республике самый надежный социальный партнер – это компания «Алроса». Что еще сказать? У нас в Нюрбинском районе действует Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, который по добыче алмазов занимает 25% Российской Федерации. Так что это налоги для республики, налоги для страны, и как раз в виде дивидендов, как мы являемся акционером, поступает в бюджет нашего района. Примерно вахтовым методом в комбинате работает примерно 2000 человек. И в последнее время мы отработали с горно-обогатительным комбинатом, и руководство «Алроса» нам уже идет навстречу, и мы туда отправляем молодых, подготовленных. Конечно, сейчас даже рабочая профессия требует квалификации, требует переподготовки. Вот поэтому изначально мы должны поставить вопрос при подготовке повышения квалификации наших молодых ребят на рабочие профессии. Алексей Михайлович, и какие планы вы ставите на год наступающий для Нюрбинского района? Главное, я как руководитель района ставлю вопрос, что жители Нюрбинского района были самодостаточны. Они жили в хороших условиях. Это дороги, это хорошие детские сады для наших малышей, это теплые наши школы. И тем более 22-й год будет юбилейным, это столетие принятия автономии республики. И есть ряд мероприятий, которые мы будем проводить в следующем году. Конечно, для благосостояния населения Нюрбинского района сейчас уже по всей стране работает много федеральных социальных проектов, региональных и местных. Вот поэтому мы должны активно включиться в этот процесс. Я думаю, следующий год принесет нам много хороших дел.
Мы уверены в этом и будем желать, чтобы все планы были реализованы. Благодарю вас, Алексей Михайлович, за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо. Напомню, что сегодня темой нашего актуального интервью были итоги и планы нюрбинцев, а разговаривали об этом мы с Алексеем Иннокентьевым, главой Нюрбинского района. Берегите себя. До встречи.